Уважаемые коллеги, начинаем наше очередное занятие по реализации проекта «Психолого-педагогическое и социальное сопровождение родительства и детства». Сегодня 21 мая 2020 года, и сегодня тема нашего занятия – языковая экология общества и лингвистическая безопасность. И сегодня у нас в гостях заведующий кафедрой общего языкознания, научный руководитель Центра продвижения и изучения русского языка Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмоллы, доктор филологических наук Кудинова Гульнара Франгелевна. Уважаемая Гульнара Франгелевна, я вам сейчас предоставляю слово. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие слушатели. Сегодня действительно проблемы со связью, в сети интернет, поэтому если какие-то будут вопросы, если какие-то будут замечания по технической части, пожалуйста, пишите, чтобы мы постарались отреагировать. Итак, тема нашего сегодняшнего сообщения, нашего разговора – языковая экология общества и лингвистическая безопасность. Тема очень актуальная, она интересна, я думаю, и специалистам, то есть люди, кто профессионально занимается изучением языков, языковой ситуации. И мне кажется, она интересна и для широкого круга людей, кто неравнодушен к гуманитарным, общественным проблемам, вопросам комфортного взаимодействия людей в современном обществе, вопросам коммуникации и, соответственно, правилам безопасного, эффективного общения. Это тема научного проекта нашей кафедры. Мы периодически проводим и мастер-классы, и участвуем в конференциях по проблемам лингвистической безопасности. Буквально вчера у нас тоже состоялся онлайн научный семинар по конфликтному общению, по вербальной агрессии в сети. Этот семинар проводила Лена Евгеньевна Хазимуллина. Вчера он состоялся на платформе Zoom. Сегодня здесь мы с вами общаемся в скайпе. Прежде чем начать разговор, рассуждать на тему этих глобальных проблем, давайте сначала определимся с терминами, которые вынесены в заголовок нашей темы. Первый термин – это языковая экология. Все мы знаем, что такое экология, вопрос, что же такое языковая экология. Вы видите на слайде общеизвестная информация, что термин экология был создан в XIX веке естествоиспытателем Эрнстом Геккелем. И экология – это наука об отношении живых существ к своей среде обитания. Но в настоящее время этот термин экология, он приобрел очень широкое распространение. Где-то с 70-х годов XX века стало складываться такое научное направление, как социальная экология или экология человека, которая стала изучать закономерности взаимодействия общества и окружающей среды. Также какие-то практические проблемы ее охраны. То есть здесь были философские, социологические, экономические, географические и многие другие аспекты. Стали говорить о экологизации всей современной науки. То есть термин экология, он появился в естественной науке, а сейчас уже введенный во всевозможные гуманитарные области знания, научного знания. Поскольку окружающая среда – это та среда, в которой существует человек, и, наверное, правомерно говорить, что особая область нашего человеческого существования – это языковое существование. Мы же говорим, что без языка нет человека, без языка нет общества. Прежде всего мы, конечно, имеем в виду, что язык – это форма существования индивидуального и общественного сознания. И поскольку языковое существование – это особая область нашей с вами жизни, человеческого бытия, то говорят о языковой экологии общества, экологическом аспекте коммуникационной сферы.
1994 году в Германии вышла книга Фауштиха. Вот на слайде вы видите цитату из этой книги. Называлась она «Основы масс-медиа». И здесь автор пишет, что компетентность в области масс-медиа становится сегодня центральной задачей, связанной с духовной и социальной экологией нашего общества. В этом же году в первом номере журнала «Русский язык в школе» была опубликована статья Скворцова «Язык общества и культура речи. Экология и язык». Так, в одно и то же время в разных странах и на разных языках была сформулирована проблема, ставшая одной из ключевых проблем 21 века. И получается, что и в языкознании появилось новое направление. Его по-разному называют. Кто-то говорит, что это лингвоэкология, кто-то называет эколингвистика. Это направление, которое изучает способы взаимодействия между языками, человеком как языковой личностью и окружающей средой. То есть эколингвистика, она находится в основе так называемой языковой политики государства. Да, это языковая политика, мы ее видим в сфере образования и в юриспруденции, когда имеем дело вот с судебными лингвистическими экспертизами, и в делопроизводстве, ну и, конечно, в деятельности средств массовой информации. Вот когда мы говорим о экологических возможностях языка, да, о его экологической функции, в первую очередь что имеется в виду? Это то, что в языке сохраняется этнокультурная информация. То есть культура отражается в языке. Язык – зеркало культуры, кладовая культуры. Да? Это то, что досталось нам от многих-многих предшествующих поколений. Но самое главное, экология языка заключается не столько вот в этом тщательном хранении этнокультурной информации, да, там, передаче ее потомкам, а вот более важно это в том воздействии на людей, кто с этой информацией соприкасается. Все мы созданы языком, мы входим в мир людей, и язык немедленно начинает свою работу, ну, как говорят лингвисты, навязывая нам представление о мире, о людях, о системе ценностей, о способах выживания. Мы говорим, что язык, это орудие культуры, он формирует своего носителя, да, он определяет наше речевое поведение, наш образ жизни, нашу модель мира. То есть в каком-то смысле человек – это разный. Мы не рождаемся ни русскими, ни немцами, ни японцами, а становимся ими в результате соответствующей национальной общности людей. Человек родился, с первой минуты слышит звуки своего родного языка. И вот язык знакомит его с окружающим миром, навязывая ему ту картину мира, которую нарисовали до него. Итак, язык формирует носители языка. Ну, это сейчас в сторону, конечно, от темы. Я хотя бы несколько примеров приведу, потому что меня не только лингвисты слушают, да, поскольку тема такая очень интересная. Вот слово можно сравнить с кусочком мозаики. И у разных языков эти кусочки складываются в разные картины. Вот эти картины будут различаться. Ну, например, своими красками. Русский язык заставляет своих носителей видеть два цвета, скажем, синий и голубой. Англичанин видит один, blue, да? Но при этом и русскоязычные, и англоязычные люди смотрят на один и тот же объект реальности. То есть язык навязывает человеку определенное видение мира. У нас в русском языке, ну, в российском обществе слово «овца» имеет отрицательное значение. Овца – это не очень умный, например, человек. Да? А в Китае, наоборот, овца – это символ красоты. Она полезна человеку, то есть утилитарная красота в Китае ценится гораздо выше. Есть еще хрестоматийный пример, скажем, со словом «белый». Вот в русском языке у нас есть слово «белый», ну, может быть, «белоснежный», а в языке эскимосов около 20 слов, которые обозначают разные оттенки белого. То есть мы даже эти оттенки не различаем. Ну и так далее. Примеров таких очень много. Все они о чем свидетельствуют, да, что
Язык – это часть культуры, и культурная и языковая картина мира очень тесно взаимосвязаны и восходят вот к реальному миру, который нас окружает. Язык – это то, что формирует людской поток в этнос. Получается, что сверхзадача экологии это основа сохранения нравственного здоровья общества, национальной безопасности государства через вот сохранение такой языковой идентичности этноса. Кстати, в эколингвистике есть даже сейчас отдельный раздел, называется он «Лингвистика информационно-психологической войны». Вот мы сейчас все свидетели, да, больших информационных войн, которые ведутся в средствах массовой информации. И этот раздел лингвистики как раз изучает специфику использования языка как вот средство воздействия, да, на культурный код, на культурную матрицу народа. Этой темой, например, занимается Сибирский федеральный университет во главе с профессором Сковородниковым. Вот цель подобных исследований – это на основе анализа текстов выяснить, какое место в проблемном поле защиты государственных интересов отведено русскому языку. И насколько это место адекватно с точки зрения вот функции языка как государственного, международного, мирового, с учетом его современного состояния. И второе место, вот, второе словосочетание в нашей теме – это лингвистическая безопасность. Тоже сразу несколько слов, что надо понимать, да, под словом. Ну вот на этом слайде то, о чем я говорила, о том, что язык влияет на своего носителя. И, кстати, мы, если знаем только свой родной язык, мы еще этого не понимаем. Да? Мы понимаем, что есть, начинаем понимать, что есть другой взгляд на мир, другое мировосприятие, другая картина мира, только когда начинаем изучать другой, иностранный язык. И тогда вот первоначально может произойти культурный шок, да? Потому что наши концепты могут не совпасть. Итак, лингвистическая безопасность. Вообще понятие безопасность, вот сейчас это слово очень активно используется, особенно вот последние 2 месяца, да, в связи с пандемией. Так, лингвистическая безопасность. Ну, в связи, вот я говорю, с развитием этой эпидемии, слово «безопасность», мне кажется, самое употребляемое слово в активной речевой практике. А вообще последние, ну, может быть, десятилетия, особенно в зарубежной научной литературе, это слово встречается очень часто. Да? Там говорят о парадигме безопасности, об управлении безопасности, о культуре безопасности. Вот это все свидетельствует о возрастающем интересе вот к этой проблематике. Да? Она многоаспектна. Говорят о новых методах анализа, о прогнозировании там, внешних, внутренних рисков, угроз государственным, национальным интересам в современной геополитической ситуации. Я хочу сказать, что безопасность, она различается. Да? Большинство исследователей различают жесткую и мягкую форму безопасности. Проявлением жесткой безопасности, например, являются процессы, скажем, ядерного вооружения, разоружения, да? Это блоковые противостояния, вот это вот концепция сдерживания, то есть все, что связано с оружием. А вот мягкая безопасность, этот термин, он где-то вот с начала 21 века, да, стал употребляться совершенно в новом смысле, и функционирует он в системе человек, общество, государство. Главное отличие мягкой безопасности от жесткой состоит в том, что в центр внимания не оружие помещается, да, а человек со всеми его проблемами. То есть безопасность государства достигается опосредованно через безопасность его граждан. Почему стали говорить о безопасности? Вот современный мир охвачен глубокими и порой противоречивыми процессами глобализации. И функционирование языков вот в этом современном мире – это одна из очень актуальных проблем. Мы живем в условиях все возрастающей зависимости стран и народов. Да?
это активная коммуникация между народами. Ну, вот только вот последний месяц, конечно, закрыты границы, но буквально последние десятилетия это была очень активная культурная, политическая, экономическая коммуникация, смешение всех языков и культур. И для изучения этих аспектов, конечно, надо обратить внимание на культурные процессы глобализации, а они включают в себя проблемы лингвистической безопасности. Сначала термин «лингвистическая безопасность» употреблялся в таком достаточно узком значении. Впервые его употребил на семинаре экспертов-лингвистов профессор Горбаневский. Речь там шла о судебных лингвистических экспертизах. И сначала говорили о лингвистической безопасности именно как о состоянии конфликтогенных текстов, да? То есть тексты, которые могут причинить вред кому-либо, адресату, адресанту, персонажам и так далее. Вот, большое количество судебных лингвистических экспертиз, да, по защите чести, достоинства было. У нас, кстати, при кафедре вот есть центр лингвистической экспертизы, очень многие лингвисты нашей кафедры участвуют тут в качестве экспертов такого рода экспертизы. Но мы все-таки с вами будем говорить о более широком подходе вот к данному явлению. В основе лингвистической безопасности лежит изучение то, что называется сейчас коллективное бессознательное. Это то, что формирует ментальность. Вот мы говорим национальный характер, да, национальный менталитет. Международные анекдоты как раз вот базируются на этом различии, да, скажем, национальных характеров. Вот в основе этой ментальности и отдельной личности, и целой культурной, исторической, этнической общности лежит вот это вот коллективное бессознательное. Оно не поддается прямому наблюдению. Но мы все можем сказать, скажем, чем англичане отличаются от русских, да, или там французы, американцы и немцы. Но исследовать это можно. Исследовать косвенными методами. Прежде всего через язык. Итак, под лингвистической безопасностью, как одного из аспектов духовной безопасности общества, мы понимаем обеспечение устойчивого функционирования и развития языка в условиях взаимодействия разных языков, интенсивной культурной и политической коммуникации между народами, интеграции информационного пространства и дигитализации общения. Дигитализация, я думаю, понимаете, что это такое? Цифровизация, да, общения. Все, вот мы, вся наша коммуникация, почти вся переходит в цифру. Проблема сохранения языкового разнообразия, она очень актуальна в глобализующемся мире. Я сейчас попробую еще раз переключить все-таки, чтобы было немножечко видно меня, а не только презентацию. Не знаю, как у меня получится. Еще раз попробуем, да? Итак, проблема сохранения языкового разнообразия в современном мире она очень актуальна. К числу негативных процессов глобализации относится и происходящий в мире бурный процесс угасания и исчезновения языков. Вот можно посчитать плачевными, да, последствиями глобализации. Угасание, исчезновение языков происходит во всем мире. К сожалению, в нашей стране динамика этого процесса такова. Вот по данным ЮНЕСКО, каждую неделю исчезает с лица Земли один язык. Уже не трудно, да, посчитать эту статистику. То есть за год человечество теряет около 60 языков, за 10 лет может потерять 600 языков, а за 50 – 3000 языков. И этот процесс годом все устаряет. Эти данные, они приведены вот на сайте ЮНЕСКО, есть атлас исчезающих языков. Прямо на наших глазах это, конечно, трагедия для цивилизации, для мирового сообщества. И если вернуться опять к республике, тот же башкирский язык не является исключением. Его тоже вот по этому атласу он находится в опасности. Да? 136 языков в России находятся в опасности, а 20 из них уже признаны мертвыми.
Вот эти все цифры не опубликованы у нас. Рассчитывается жизнеспособность языков по 9 критериям, в том числе по числу носителей, передачи языка от поколения к поколению, доступности учебных материалов на этом языке. И там все языки классифицируются по 6 признакам опасности и заканчивая тем, что язык исчез. И, кстати, придание государственного статуса языку положение не спасает. У нас башкирский язык государственный язык, но он все равно считается исчезающим языком. Кроме башкирского, вот в список таких же обреченных языков попали такие государственные, как адыгейский, калмыцкий, удмуртский, чувашский, коми, тувинский, якутский, ну и многие другие. Вероятно, так говорят исследователи, к концу 21 века доминирующие языки вытеснят 90% всех существующих. Конечно, эти цифры свидетельствуют о глобализации, об усилении массовой коммуникации, средств массовой информации. Сейчас в мире насчитывается всего 199 языков, на которых говорит не более чем 10 человек. Конечно, потеря языка, я уже сказала, это вот величайшая трагедия для его носителей и вот невосполнимая утрата для мировой цивилизации, потому что, еще раз повторим, что язык – это важнейший признак этноса. Это базовая основа, средство реализации высшей формы человеческой деятельности, мыслительной деятельности. И через язык передается культура, наши традиции, обычаи, ценности, все, что, все достояние, да, человеческое. Почему языки исчезают? Причин тут много. Одна из причин, о которой мы сейчас с вами поговорим, это переход языков в интернет-пространство. Интернет, как новая коммуникативная среда, привнес с собой новые формы существования языка, новые речевые жанры, новые виды коммуникации. Да? То есть очень много вопросов, которые требуют своего научного рассмотрения и обсуждения лингвистами. Несомненно, виртуальное пространство – это серьезный вызов для любого языка, который вынужден столкнуться с конкуренцией в попытке обеспечения доступа к большому объему информации. И поэтому, когда мы используем в качестве основного канала, информационного канала интернет, когда мы укрупняем, централизуем мировое коммуникативное общество, да, вот это все, и глобализация, это ведет к возрастанию роли одних языков и маргинализации других. Агентство Marketing Group – это такая компания, которая регулярно публикует результаты исследований функционирования интернета в мире. Вот в одном из своих исследований пыталась выяснить, на каких языках общаются пользователи интернета, то есть на каких языках говорит большинство и какой процент сайтов содержит контент на том или ином языке. Нас с вами интересует контент на русском, например, языке. Да? Мы же говорим сегодня о русском языке. Надо сказать, что точное количество пользователей интернета – это достаточно сложная задача, особенно если учесть, что в многих странах в школах изучают английский. Сколько пользователей способны работать на этом языке. Исследователь Градл подсчитал для британского совета, что примерно 750 миллионов пользователей сети говорят на английском языке. Вот по его данным, 750 миллионов, в это число входят и носители, и те, для кого английский язык – это второй язык. С другой стороны, профессор Качерев в своей книге про распространение английского языка в Азии утверждал, что только в Индии и Китае вместе насчитывается более чем 500 миллиона англоязычных пользователей интернета. Вот кто из них прав, естественно, потому что действительно пользователи способны говорить в нескольких языках. Вот авторы другой статистики, вы видите на слайде, я эти данные привела, по пути и посчитали только первый язык пользователей, да, чтобы вот их общее количество соответствовало количеству жителей на планете.
Еще одна статистика, вот авторы еще одной статистики выясняли, сколько сайтов используют тот или иной язык как основной язык своего контента. Ну, я думаю, как бы все, наверное, ответят на этот вопрос, да, там просто было подсчитано более точно, что из самых популярных 10 миллионов страниц в интернете 54% это, конечно, составлено на английском языке. Я думаю, это тоже всем понятно. На втором месте русский язык, но с огромным отрывом. Значит, английский язык 54%, русский язык 6% онлайн-контента. То есть контент, который ориентирован на русскоязычную аудиторию. За русским следует немецкий. О чем говорят вот эти данные? Да? Это один только из примеров, статистических данных много, они меняются, конечно. Надо сказать, что взаимодействие языков в реальном и виртуальном мире, вот то, что мы сейчас наблюдаем, процессы их интеграции вот в эту глобальную, да, инфосистему, и вопросы представленности языков в сети интернет, конечно, это должно быть приоритетным направлением в основе языковой политики нашего государства. Это должно быть приоритетным направлением вот в области то, что называется национально-языковым строительством. Итак, вот активное внедрение информационно-коммуникационных технологий, перевод всей информации в цифровую форму, все это ознаменовало новую эру развития коммуникации, развития языковой личности, развития новой культуры. И, конечно, это обусловило существенные изменения вот в лингвистических, лингвокультурологических и масс-медийных научных исследованиях. Появляются новые форматы онлайн, офлайн коммуникации, да, новые жанры, новый стиль общения. Это сейчас уже появляются исследования на эту тему, да, как меняется язык, когда он попадает в интернет-пространство. Ну и, естественно, еще много вопросов, которые требуют вот дальнейшего своего научного анализа, в том числе вот проблемы информационной, лингвистической безопасности, вопросы медиакультуры в информационном обществе. Конечно, язык очень меняется. Скажем, если мы берем русский язык, изменения и в фонетике, и в синтаксисе, и в лексике, и модель речевого поведения наши с вами меняются. Это тема отдельного разговора. Сегодня, наверное, мы на этом не будем акцентировать, да, внимание. Но для примера тоже скажу. Скажем, что появилось, что изменилось в русском языке, это все, я думаю, могут отметить. Это то, что обусловлено техническими возможностями интернета, да. То есть появилась новая сфера коммуникации. И если раньше у нас очень четко различалась устная форма и письменная форма языка, то сейчас, согласитесь, появился вот некий промежуточный тип коммуникации. Вот мы все пишем в чате вопросы, да, какие-то предложения, там, в блогах что-то пишем, на форумах комментируем, мы пишем друг другу смс-ки, ну и так далее. И вот этот промежуточный тип коммуникации, вот в каком-то смысле это письменный, визуальный, да, а в каком-то это устный. Вот по способу восприятия это, безусловно, визуальная речь, то есть мы воспринимаем глазами, да, ну и некоторые другие тоже характеристики говорят, что это как бы, несомненно визуальная речь. Там мы можем, скажем, делать длительные паузы во время разговора. Вот во время устной беседы это недопустимо, там диалог требует мгновенных реплик. То есть технически это письменная речь, да, технически. А с точки зрения структуры это, безусловно, устная. Конечно, имеется в виду разговорные жанры интернета, то есть это вот форумы, чаты, там, блоги, комментарии к блогам. Это понятно, что, скажем, на сайте президента Российской Федерации будет присутствовать обычная письменная речь, да, немного вот о других жанрах, да. Вот если рассматривать эту речь с точки зрения структуры, она гораздо ближе к устной. Это касается и конструкции, там, некоторых формальных приемов. Кстати, заметьте, что наше общение из устной сферы потихонечку перемещается в интернет. Мы очень часто делаем письменно то, что раньше делали устно.
какие-то проблемы, которые раньше мы решали с помощью телефонного звонка, теперь решается с помощью переписки. Да? Нам проще написать человеку, чем ему позвонить. Ну, у этого есть свои основания. Это более вежливое поведение. Да? Так мы не беспокоим собеседника. Он может вообще не отвечать на наше письмо. А вот на устное обращение ответить, конечно, сложно. Вот изучение всех этих моментов, функционирование языка в сети интернет дает возможность объективно оценить его развитие. Опять же, еще раз повторю, разработать научные основы проведения государственной языковой политики в полилингвальных условиях. И в изложенном аспекте современнее получается, что вот эти лингвистические исследования, они для государства, для народов и личности значит больше, чем просто описание языковой ситуации на какой-либо территории. То есть лингвистическими методами исследуются актуальные государственные проблемы России, проблемы межнациональных отношений. Особую роль в создании духовной атмосферы в обществе играют средства массовой информации. Давайте вернемся к языковой экологии общества и поговорим о языке СМИ. Чем же он интересен? Я думаю, вы согласитесь. И это подтверждено многочисленными экспериментальными исследованиями, что наша картина мира лишь на 10% состоит из знаний, основанных на собственном опыте. Вот то, что мы получили эмпирическим путем, да, сами увидели, потрогали, определили, что, скажем, это кислое, это сладкое, а вот все остальное, 90% наших знаний, все остальное мы узнаем откуда? Из средств массовой информации, из сетей интернет. То есть сегодня так получилось, что основными поставщиками коллективных оказывают средства массовой информации, которые на нас, естественно, влияют на массовое сознание, влияют на все культуры. И получается, что тексты вот, массовой коммуникации, они приобретают стратегическое значение. Да? Они оценивают окружающий мир, воздействуют на нас, моделируют соответствующую картину мира. Ну, средства массовой информации, думаю, не надо объяснять, все понимают, что это такое. Да, это печать, радио, телевидение, интернет. В последние годы интернет тоже отнесли вот к средствам массовой информации. То есть сначала они появились как чисто технические средства там, фиксации, тиражирования информации, а сейчас превратились в мощное средство воздействия на массовое сознание. СМИ – это ведь не только технические средства, да, там, каналы передачи связи, а это общественные организации, это люди, которые задействованы вот в этом процессе массовой коммуникации. И можно такой привести пример. Вот сравнительно недавно именно средства массовой информации выступали в качестве ревнителей нормированного литературного языка, то есть жаргонизмы, там, диалектизмы, не говоря уж об инвективах, да, бесценной лексике. Все это не допускалось на странице качественной прессы, поскольку находилось за рамками литературного языка. Это было буквально недавно. Сейчас все изменилось. Да? Сейчас даже понятие норма – это уже не запрет, а выбор языковых средств. И язык современных средств массовой информации очень часто сейчас ведет к снижению стиля, снижению культуры речи. В напряженной языковой ситуации ослабевает действие языковых норм, тиражируются, ну, даже языковые ошибки. Вот зайдите на, скажем, любую электронную версию, даже центральных печатных СМИ, да, там очень много ошибок. Вот, все комментарии полны возмущением, что вот журналисты не знают русского языка, и очень много ошибок. Ну, я уже не говорю про интернет. Да? Кстати, орфографических ошибок вот в текстах, размещенных в сети интернет, не так много. Но вот есть исследования, в каких словах чаще всего ошибаются пользователи. Ну и, например, такая очень популярная ошибка – педиатр, да? Педиатор пишет вместе с буквой О, и агентство без Т очень часто пишут. Но
Вот, средняя доля таких ошибок это где-то 5-6%, да, уже подсчитано статистическими программами. Но в масштабах интернета даже вот этих 5% неправильных написаний слова агентство – это 21 миллион ошибок. Здесь, наверное, мне хотелось бы вспомнить слова, мне кажется, они очень актуальны. Это слова Виталия Григорьевича Костомарова, бывшего президента Института Пушкина, известного ученого, профессора, доктора филологических наук, вот, к сожалению, недавно ушедшего от нас. В конце 20 века, в 90-х годах, у него вышла монография, которая называлась «Языковой вкус эпохи». И вот где-то, может быть, лет 7 назад у него брали интервью, и журналисты у него спросили: а как вы считаете, какой языковой вкус наших дней? И вот вы видите, что ответил Виталий Григорьевич. Он сказал, что вот свою книгу «Языковой вкус эпохи» он создавал в противовес утверждениям, что русский язык испорчен. Основная мысль его книги состоит в том, что язык меняется по своим внутренним законам, от нас независящим. Язык – это всепригодное орудие, которое дает то, что нам необходимо. Поэтому о деградации языка говорить нельзя. Можно говорить о состоянии общества, которое пользуется данным языком. То есть спасать нужно нас, а не язык. Итак, современную эпоху тотальная информатизация общества характеризует формирование особого языка средств массовой информации. И вот в этом языке по-своему изменяются свойства национальных языков. Вот посмотрите, язык СМИ, на каком бы языке эти тексты не были написаны, да, он интернационален, потому что во всех этих текстах одинаковая прагматическая направленность, она одинаковая структура, да, там, стратегия создания этих текстов. Получается, что все тексты массовой коммуникации, они сближаются на интернациональном уровне. То есть здесь уже качество национального языка особой роли не играет. На следующем слайде я отметила те особенности языка в СМИ, которые выделяют исследователи сейчас, да. Ну, вот вы видите, это усложнение, естественно, сфер речевой коммуникации, да, прежде всего вот в сети интернет мы с вами уже выяснили, совершенно новые форматы появляются. Это модели речевого поведения отдельных социальных групп, все это тоже отражается в языке СМИ. Это демократизация публицистического стиля, это расшатывание нормы, следование речевой моде и его американизация. Ну, потом еще о заимствованиях, вот если у нас останется время, еще поговорим, я вам примеры какие-то приведу. Сейчас пока продолжим, что тексты вот, массовой коммуникации, они призваны активно воздействовать на процесс восприятия и воспроизведения действительности. Кстати, когда у нас появилось кино и телевидение, да, вот традиционное понимание коммуникации, оно поменялось. Поменялось почему? Да? Появились средства визуальной информации. Полное отсутствие слов там, или их непонимание, все это было компенсировано восприятием соответствующего изображения. Вот когда информация наглядна, да, визуальная, она превращается просто в констатацию факта. И получается, что эта информация наибольшей воздействующей силой обладает. Нам кажется, что мы увидели происходящее своими глазами, что мы более полнее, правильнее все понимаем, истолковываем. И при этом совершенно не думаем, что сам вот этот зрительный ряд, он тоже подготовлен каким-то журналистом, да, зафиксирован. И, может быть, с самого начала этот ряд неадекватен событию, что, может быть, комментарий словесный совсем не тот, да. Нам кажется, что вот это вот визуальное сообщение, оно не оценочно, не экспрессивно, но именно визуальный текст имеет
особую действенность, потому что зрительный образ мы воспринимаем как объективный и вот самодостаточный. Поэтому особая значимость приобретает коммуникативная компетентность журналиста, владение журналистами законами и правилами русского языка, вообще его ответственность перед обществом. Экологический аспект информационной сферы напрямую связан с такими понятиями, как ответственность и этика журналистов и политиков. Потому что именно на уровне СМИ наиболее ярко проявляется воздействующая функция языка. Да? Средства массовой информации поддерживают, меняют, трансформируют картину мира, которая трактуется не как зеркальное отражение действительности, а просто это одна из возможных пристрастных интерпретаций мира. Итак, еще раз, да, давайте резюмируем. Значит, почти все, что нам известно об обществе, об окружающем мире, мы узнаем через масс-медиа. Тем не менее, конечно, мы чувствуем недоверие, да, некоторые, мы подозреваем возможность манипуляции нами. Вот знания, которые мы получили с помощью масс-медиа в современном обществе, они, наверное, заменили те ценностные ориентиры, проводниками которых, ну, скажем, в другие века, да, столетия выступали старейшины, может быть, церковь и так далее. Вот сейчас общество передоверило эти функции системе масс-медиа. Получается, что именно средства массовой коммуникации, они конструируют собственную реальность. И, конечно, воздействие на общественное сознание неизбежно сопровождается разными манипуляционными технологиями, да, как вот разновидность технологии воздействия. Вообще функция манипуляции, она в настоящее время вытеснила, наверное, все классические функции масс-медиа. Это информационную, контролирующую, образовательную. Эффективность манипуляции от многих причин зависит. Это, скажем, уровень информированности, да, адресата, возможность проверить истинность сообщения, вообще уровень доверия к источнику информации. Но, конечно, все мы знаем, и мы часто даже вот видим, особенно специалисты, какие специальные приемы, способы манипуляции используются, да, адресантом. Ну, скажем, в настоящих, в современных средствах массовой информации это может быть и сокрытие фактов, и дезинформация, и там фальсификация событий. Вот, ну, ярким примером может служить фальсификация событий Великой Отечественной войны, да, переписывание истории, освещение событий, скажем, на Кавказе в 2008 году, когда вот был этот грузино-осетинский конфликт. Вот, кстати, с того времени и, наверное, началась эпоха информационных войн. Да? Это сейчас, наверное, основное орудие борьбы на медийной арене. И когда мы говорим вот о информационном воздействии СМИ, опять вернемся к интернету. Да? Он в нашу жизнь полновластно вошел, и это повлекло изменение форм массовой коммуникации и перераспределение ролей. То есть сейчас аудитория СМИ, то есть это читатели, слушатели, зрители, да, из пассивной массы в сети интернет превратилась в аудиторию активных участников коммуникации. Современные блогеры ведут сетевые журналы, реагируют там на актуальные политические события, вступают в полемику с авторами публицистических статей, вовлекают в дискуссию массы пользователей. Да, они выступают и как адресаты, которые получают информацию, и как адресанты, которые создают и распространяют информацию. То есть это огромная армия, да, коммуникантов, которая поддерживает контакт вот в этой единой информационной среде. Они могут согласовывать свои позиции, могут отражать важнейшие социальные
тенденция. Вообще очень гражданская активность интернет-пользователей очень высокая. Но вот именно в условиях такого интенсивного использования глобальной сети становится возможно распространение вируса антикультуры. Возникает опасность, да, злоупотребления возможностями, которые предоставляют вот эти новые информационные технологии. Опасность манипуляции общественным сознанием, утрата национальной самобытности, включая самобытность языковую. Сегодня, когда информация является решающим стратегическим фактором, жизненно важным становится повышение информационной и языковой ответственности не только политиков и журналистов, но и рядовых пользователей глобальной сети. Ответственное отношение к СМИ напрямую связано с проблемой существования и развития современного общества, проблемой его социальной, духовной и информационно-языковой культуры. Экологии, простите. И давайте сейчас еще поговорим о функционировании русского языка в современном городе, в современном мире. Толкнемся от следующего тезиса. Мы немножечко уже на эту тему начинали разговор. Мы живем в мире, где сжимается пространство и время, где растет мобильность людей, расширяются, углубляются межкультурные контакты, ну и, увы, конфликты. Я уже сказала, что происходит широкомасштабное смешение языков и культур. То есть вот мы живем в эпоху глобализации, а еще точнее унификации, которая обусловила появление, ну или даже, может быть, нацелена на создание некого такого глобального человека, да, усредненного глобального человека. Вот я вам привела на слайде пример из новой монографии Гороховой, где она пишет: мы живем в то время, когда в недалеком будущем человека, воспитанного и разделяющего ценности своей культуры, профессионала в определенной сфере знаний, по мнению сторонников глобализации, должен заменить совершенно новый тип личности – человек глобальный. Ну, многие, наверное, не видят в таком положении вещей как бы ничего потенциально опасного. Человечество развивается по своим законам, и если есть единый глобальный мир, да, как говорят, всемирная глобальная деревня, то почему бы и не быть глобальному человеку? Но есть и другая точка зрения. Вот я сошлюсь здесь на мнение профессора Кириллина, который считает, что создание глобальной идентичности выражается в появлении метроидентичности. Это типаж жителя крупного города, ориентированного на индивидуальный жизненный проект, чаще всего вот с гедонистическим уклоном, и человек, который не отягощен национальной идентичностью. И говорит он, разумеется, на английском языке. При этом снятие народа, национального государства, этничности, языка вот как нельзя лучше сочетается с провозглашаемой глобализацией идей свободного перемещения людей и капиталов. Вот при такой постановке вопроса уже нет ни народа, ни этноса, там, ни понятия своей земли. Есть лишь территория, на которой находятся наемные работники, да, и особого критерия различия между представителями местной культуры и инокультурным мигрантом вот таких различий нет. Соответственно, нет и языка, который нуждается в культивировании. Вот я считаю, когда высказывают такую точку зрения, то здесь вот очень тесная связь таких вроде бы лингвофилософских рассуждений, очень тесная связь с идеологией и политикой. Но об этом многие исследователи тоже пишут, как что на смену этничности идет метроидентичность, такое постэтническое состояние. То есть когда и большинство, и этнические меньшинства ну, как бы играют своей этничностью, то есть отброшены принципы собственной культуры, а этничность ну, такая игровая, да, поверхностная, не настоящая. Ну и тогда разрушение понятия нации, национальной идентичности, этничности, все это, конечно, повлечет за собой и ревизию понятия национальный язык. Он будет признан ненужным конструктом.
что здесь я могу сказать? Конечно, наука, она приветствует многообразие взглядов, там, плюрализм мнений, это неотъемлемая черта современной науки, но все-таки здесь вот этому благорасположению, наверное, приходит конец, когда слышишь такие рассуждения, потому что народ, как этнос, как нация, жив до тех пор, пока живы, как минимум, его язык и культура. То есть это вот очевидное как бы утверждение, но его приходится сейчас очень многим доказывать. Ну, давайте все-таки чуть ближе, да, вот, к бытовому общению между людьми перейдем, к нашему современному языку. Вот мы, конечно, с вами поругали, да, язык СМИ, именно современный язык СМИ, но он, естественно, отличается, скажем, от того языка, который был вот в 20 веке, в советскую эпоху. Но там тоже были свои минусы. Ну, например, очень был распространен канцелярит, да, вот такой бюрократический язык. Это была беда языка 20 века, сейчас вот как бы другие проблемы. Но главное, вот мне кажется, да, что сейчас вот средства массовой информации, главная проблема в том, что они отказались от своей просветительской функции. Вот в этом информационном обществе превратились в продавцов новостей. Да, кто первый поймает хайп, вот, тот и прав. А люди, как бы массы основные, они утонули в этом информационном пространстве, и, конечно, это, ну, наверное, мы перестаем думать, вот вообще ценность информации, в принципе, снижается. Вот я думаю, коллеги-преподаватели со мной согласятся, мы же видим, что если раньше на лекциях, там, на семинарах мы что-то обсуждали, было очень много студентов, которые задавали вопросы, то сейчас все с планшетами, с телефонами, и на любой вопрос можно мгновенно получить готовый ответ из сети интернет. Ну, вот на следующем слайде вы видите, я привела пример, чем характеристику языковой ситуации в современном городе. Немножечко давайте тоже прокомментируем. Это особый вектор современных лингвистических исследований. Значит, первое, да, что сейчас вот наглядно видно. Изменение социальной базы носителей русского языка, связано с ним изменение самого русского языка. Экспансия английского языка и инокультурных моделей поведения и образа жизни. Ну, сейчас, например, мы видим взрывной характер лексических заимствований. Да? Их очень много в нашей жизни. Конечно, какие-то заимствования нужны. Ну, когда, скажем, отсутствует исконно русское слово, ну, вот коворкинг, да, очень активно сейчас стало употребляться коворкинг, но, правда, в связи с самоизоляцией, может быть, как это слово появилось, коворкинг, это вот коллективный офис, да, общее пространство для работающих людей, может быть, и уйдет. Киллер в свое время появилось, вот отличие от убийцы, что наемный убийца, да, краудфандинг, это словосочетание было заменено одним словом, народное финансирование. Вот таких слов очень много. Буллинг, саспенс, вот тот же хайп, я уже этот пример привела. Очень много заимствований искажают систему языка. Да? Иногда освоение заимствований язык обогащается, да, ну вот все хорошо все-таки, что в меру. Вот меры сейчас все-таки не видно, мне кажется. Дальше. Высокий престиж английского языка. Ну, престиж одного ведет к снижению другого языка. Да? Все-таки сужается сфера функционирования русского языка. Если даже посмотреть на, скажем, ну, на городской языковой ландшафт, вот на наши вывески, рекламные плакаты. У нас, кстати, студенты отделения русский язык и литература на втором курсе проходят практику, и они изучают вот этот вот язык города и проводят социолингвистическое исследование уровня культуры речи жителей нашего города. Некоторых других районов, там тоже очень интересные такие результаты. Ну, вот, может быть, Гузель Мансуровна, если там потом подключится,
об этом расскажет, она руководитель этой практики. Вот, и уже замечено, что, скажем, 70% вывесок содержат англоязычные слова, да, эргонимы, или они написаны латиницей. В любом ресторане откроешь меню, очень много, даже если есть аналоги в русском языке, очень много англоязычных названий. Да? В текстах о моде тоже очень много англоязычных сейчас лексики, аутфит, лук, стрит-стайлер, ну и так далее. То есть вот эта экспансия английского языка очень-очень ярко проявляется. В наших столичных городах, да, и в Москве, и в Петербурге, тоже, наверное, все видели, часто русские слова написаны латиницей, даже те слова, которые обозначают какие-то артефакты, то есть национально значимые ценности. Там вот кафе «Матрешка» латиницей написано, да, Пушкин, Огонек, Хохлома. Это, конечно, языковая игра с использованием латиницы, но вот она зачастую как бы затрудняет восприятие текста, вообще определение его языковой принадлежности. Так, дальше четвертое. Вакханализация языка в сфере публичного общения. Жаргонизация, языковая игра с использованием обесценной лексики, инвектив и так далее. Ну, об этом мы с вами уже сказали, да, немного. Пятое. Рост речевой агрессии в публичной коммуникации. Вот в медиатекстах действительно очень много фактов речевой агрессии. На языковом уровне это находит выражение в употреблении оскорблений, обесценных выражений, да, ну, матершинных слов каких-то. То есть, когда тексты очень негативные, нацелены на оскорбление или вот перенасыщенной отрицательной информацией. Это тоже все связано с вопросами экологичности общения. Вот какая коммуникация может считаться экологичной, да? Когда главное не обидеть собеседника. Мы должны ставить превыше всего именно коммуникативное благополучие адресата. То есть это должны быть, конечно, соблюдены нормы речевого этикета. Это должно быть очень бережное, этичное обращение со словом, с эмоциями собеседника. Примеров неэкологичного общения очень много. Да? Это вот начиная, скажем, от прямых оскорблений до излишней категоричности, даже иногда, может быть, преувеличенной оскорбительной вежливости. Это тоже неэкологичное общение. Когда мы выдвигаем в центр внимания собственное «я», некорректны, да, не можем слушать других, то есть не соблюдаем принципы кооперации, ну и так далее. И, кстати, примерами речевой агрессии в коммуникативном пространстве города также являются вот эти вот тексты, которые полностью написаны на иностранном языке без перевода на русский. И обратите внимание, сейчас очень много появилось слов вот с такой агрессивной семантикой. Да? То есть, конечно, они, может быть, обозначают совсем другое, но вот в этимологии этих слов вот какая-то агрессия уже есть. Да? Порви жару, агрессивный лук, разрушительная вечеринка, разгромный тусич, убойные цены. Ну, таких слов то есть, достаточно много, их прямо большое количество появилось в последнее время. Так, шестое. Проявление в системе русского языка признаков, указывающих на перестраивание ценностной картины мира, возможно, упрощение мышления и деинтеллектуализация речи. Ну, говорю я уже, конечно, много, да, наверное, вы уже устали меня слушать. Несколько примеров тоже приведу. Вот, скажем, очень меня заботит объединение языка именно вот в средствах массовой информации. То есть мало того, что нормы, да, нарушаются, но и появилось очень много слов, которые не учитывается их коннотация, то есть какие-то добавочные значения. Когда-то они вообще были отрицательными, да, а сейчас мы вот их активно используем и вот не учитываем
отрицательную семантику. Ну, скажем, вместо неопределенного «довольно» сейчас даже в лингвистических журналах очень широко используется слово «достаточно». И даже в таких случаях, вот я вам приведу пример, достаточно редко, достаточно увеличилась смертность, достаточно много убийств и так далее. Даже вот в публикациях лингвистов можно найти эти слова. Забыто различие слов число и количество. Фактически исчез из употребления глагол «надеть». Да? Все употребляют только «одеть». Вот зайдите в любую поликлинику, везде требуют «одеть бахилу». Очень много грубых слов. Кстати, во время судебного заседания, когда было, по-моему, заседание по поводу защиты чести и достоинства, и там как бы ответчик, он оскорбил, обматерил истца, и вот там как раз специалисты по лингвистической экспертизе участвовали, да, и вот этот ответчик, да, он как раз оправдывался тем, что он совсем не оскорблял то, что он матерился. То есть все могут подтвердить, что у меня это каждое второе слово. Это не оскорбление, я так говорю. Вот, и таких случаев действительно очень-очень много. Потом интересная прошла такая трансформация со словами эгоизм, амбиции и услуги. Они вообще потеряли свою негативную семантику, да, негативную коннотацию в современном обществе потребления. Вот профессор Сиротинин когда-то писал, что была потрясена, что в городе Саратов открыли огромный магазин «Эгоист». Ну, сейчас, по-моему, журнал какой-то с таким названием публикуется, издается. Как-то в одном городе, тоже один из лингвистов писал, даже был транспарант огромный, там, эгоизм – необходимое качество человека. Амбиции, это, тем более, мы вот каждый день слышим по телевидению, читаем в газетах, что нужны более амбициозные планы. Исчезла отрицательная оценка вот этого слова амбиции, амбициозный. Ну, по поводу услуг, все преподаватели, все учителя знают, да, что сейчас мы оказываем образовательные услуги. Ну, и как бы, может быть, нам это было не очень по душе, это словосочетание, но вот оно тоже употребляется уже без отрицательной семантики, отрицательной оценки. Я, по-моему, перебрала все уже время. Давайте все-таки давайте закончим таким жизнеутверждающим моментом. Сковородников, я о нем уже говорила, он как раз возглавляет научную школу лингвоэкологии. Он когда-то сказал, что травма языку может быть нанесена только в том случае, если травмировано сознание народа, говорящего на этом языке. Я очень сочувствую данной позиции, во многом ее разделяю, но еще более интересно мне вот показалась формулировка Иллистрата. Вот вы видите ее на слайде. Здесь он, конечно, рассуждал о сленге и сниженной речи, но такой очень интересный текст, цитата. «Русский язык – это целая галактика. В ней миллионы слов звезд и смыслов планет. И на каждой планете жизнь бьет ключом. Мы об этой галактике не знаем и тысячной доли того, что могли бы знать. Язык в России – это вообще главное, что у нас есть. А насчет засорения и незасорения отвечу так, как ответил бы любой лингвист. Засорить язык нельзя. Можно засорить и опошлить свою речь, а затем неизбежно мозги и сердце. Свои и того, кто тебя слушает. А сама так называемая сниженная речь – это такая же интересная материя, как и язык Пушкина и Достоевского. Сленг на глазах беднеет, тускнеет, все меньше людей вкусно им пользуются, как и литературным языком. Яркие языковые личности типа Венечки Ерофеева встречаются все реже. То есть кризиса языка нет. Есть кризис людей, говорящих на языке. Ну, наверное, вспомним здесь профессора Преображенского из известного романа Булгакова «Разруха не в клозетах, а в головах». Да?
Давайте закончим на такой все-таки оптимистической ноте. Мы будем надеяться, что вот и это испытание современной эпохи глобализации русский язык пройдет и выдержит, потому что в свое время он выдержал дворянское общение на французском языке, совершенный отказ от речевых норм после революции 1917 года, ну и разгул свободы слова в годы перестройки 20 века. Я думаю, что наш великий и могучий устоит и на этот раз. Спасибо за внимание. Есть ли какие-нибудь вопросы? Спасибо всем большое за внимание. Надеюсь, как бы эта проблема, она нам очень близка. Конечно, мы лингвисты, я постаралась таким общедоступным языком рассказать, может быть, где-то было сложно, но мне хотелось вот то, что нас волнует, как-то рассказать. Эта проблема очень близка. Учитывая, на каком языке и как разговаривает наша молодежь, сейчас это очень актуальная проблема. Вижу, люди говорят спасибо, вот отдельное у меня сообщение появляется. Тоже вам всем спасибо за внимательные отношения. Коллеги, вопросы есть у кого-нибудь? Спасибо большое, нет. Очень Нет интересно вопросов, да? было. Да, Гульнара Франковна, спасибо большое. Всем спасибо за участие.